Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только. Сегодня в программе. Главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжаня посетил командно-штабные мобилизационные учения на полигоне Цабал. В Сухуме открылась первая персональная выставка мастера зеркально-ювелирной техники Оксаны Смыр. Сухумское пиво – это бренд, ведущий производитель пива и прохладительных напитков. В Абхазии пивоваренный завод «Сухумский» отмечает 70-летний юбилей. Главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжаня посетил командно-штабные мобилизационные учения на полигоне Цабал. В учениях была задействована армейская авиация, беспилотные ударные летательные аппараты, бронетанковые подразделения, реактивная и ствольная артиллерия, минометы. В ходе учений была проведена высадка тактического воздушного десанта на вертолетах, продемонстрированы действия штурмовых групп. С полигона Цабал репортаж Гугуцы Вардания. Отражение ударов воздушного нападения противника и его беспилотных летательных аппаратов, нанесение сосредоточенного огневого удара по критически важным объектам противника и его группировкам войск, удержание оборонительного рубежа и создание условий для разгрома противника. Такие задачи стоят перед военнослужащими, участвующими в командно-штабных мобилизационных учениях на полигоне Цабал. Активными действиями наступающих группировок войск разгромить противника в изолированном районе, во взаимодействии с высадкой тактического воздушного десанта завершить разгром и восстановить положение по государственной границе. При выполнении задач действовали совместные группировки войск военнослужащих Абхазской армии и российской 7-й военной базы. В учениях участвуют около 3000 человек, задействованы бронетанковые подразделения, авиация, беспилотные летательные аппараты, реактивная и ствольная артиллерия, минометы. В рамках учений была продемонстрирована высадка тактического воздушного десанта и действия штурмовых групп.
Одновременно на полигонах Гагарского и Гудаутского районов проводилось боевое слаживание войск второго эшелона. Нехали хрхуша хадзам чеви тапко хубуртин тарак не хрхушла ка хушара йова ташукс хастыс юхба юнизики юхба шукс пир чезо коцарак ка хушара хунткар арат на хгави хада хушара гейто дихана силчу абрям шкурзахни мяпахко. На учениях присутствовали вице-президент Бадра Гумба, руководитель администрации президента Абисалом Кварчи, начальник штаба группировки войск полковник Пушпа. Во время мобилизационных учений боевая ситуация и огневые точки изображались на экране компьютеров. На протяжении многих лет не было возможности задействовать военно-воздушные силы в подобных учениях, а сегодня она появилась. И абхазские летчики успешно справляются с поставленной задачей. Наши пилоты отрабатывали необходимые навыки ведения боевых действий, и это, конечно же, является очень хорошей школой. Такого рода учения будут продолжены. Боевой потенциал нашей страны должен повышаться, потому что от этого зависит уровень безопасности нашего государства. Проведенные мероприятия глава государства оценил положительно, отметив, что все поставленные задачи командирами были выполнены успешно. Командно-штабные учения прошли на должном уровне. Президент также осмотрел организацию размещения и быта военнослужащих в полевых условиях. مجزم يخياكو برا جيوب يتا خش يقلو أروى واحد رقيبة تبلش يخا وبسالة نتكرر عندي يالنا بشوز برا عرض برابن صوز البون حجلار يتاجز نكي رحل استخوب ماشينك بس بنشاهم أشخرهم عقهم عرض خرق برزه يجب أن يريحنا يعقوب يتعقل الزهن عشان تكرر يوم الشزفارة وخلط كلهم يتعرى نيوم ويادا جي تا أنا بتكتوان بس تلفون كنتريشتي وبرتيتي شلوكولا زهن يتي بارازيشتو وبرتيجي يعقوب يتعرى نيوم جرا تفجر صوت حر الغم حر عمرو يجيب حر وإذا تفجر باشا تفجروا يستخوه حشب عرطوب تاني برا الشوط солдат еще يشتغل تيطار يقول ده يبجي ريمهم ينقوا يجوا بس الدشاح أزعت ركضن صو يركزك что وين ركنا حبك زحاب زي حمب. Командно-штабные мобилизационные учения проходят в соответствии с планом и графиком Министерства обороны Республики Абхазия и будут продолжены.
Ведущий производитель пива и прохладительных напитков в Абхазии пивоваренный завод «Сухумский» отмечает 70-летний юбилей. Более чем за полувековую историю существования завод пережил немало трудностей. Но, несмотря на все сложности, сегодня продукция пивоваренного завода пользуется большим спросом как в Абхазии, так и за ее пределами. Одну из первых коллектив пивзавода поздравила наша съемочная группа. Репортаж Алики Трапш. Сухумский пивоваренный завод является ведущим производителем пива и прохладительных напитков в республике и ассоциируется с качеством, проверенным временем. Пивзавод работает с 1953 года. Продукция, выпускаемая заводом, была известна далеко за пределами Абхазии. После Отечественной войны народа Абхазии предприятие было практически уничтожено в финансовом и физическом смысле. Ответственность за судьбу Сухумского пивзавода взял на себя Гумар Кварчия, человек, с именем которого связано возрождение некогда знаменитого предприятия. Ему буквально с нуля приходилось все восстанавливать. Вместе с коллективом, который также работал на износ, он сумел наладить производство. После кончины Гумара Кварчи Сухумский пивзавод возглавила его супруга Амра Ануа, которая успешно продолжила его работу. Ей было очень трудно, но взяв себя в руки, рядом стояла сестра Умара Ивановича, Анжела Ивановна. Ну и я, конечно, да и весь коллектив, который здесь на заводе, все поддерживали Амру Григорьевну. А на сегодняшний день вы видите, что творится на заводе, как работа развивается. Это достояние не только Амры Григорьевны, это достояние всего Абхазии. Хочу отметить, что и сказать ей спасибо большое за то, что она сумела продолжить ту работу, которую оставил супруг Кварчи Умар Иванович. Она продолжила, воспитала детей и такой огромный пивоваренный завод возглавила. Я горжусь ею. В 2007 году предприятие было реорганизовано в пивоваренный завод «Сухумский». Напитки предприятия пользуются неизменным спросом. Руководство уделяет самое пристальное внимание обновлению оборудования, увеличению производственных мощностей, совершенствованию технологических процессов, расширению продуктовой линейки, разработке новых креативных форм упаковки и тары. Все это позволяет заводу конкурировать с самыми именитыми российскими производителями, наращивать свой экспортный потенциал и в целом с уверенностью смотреть в будущее. Сегодня Сухумский пивоваренный завод имеет отлаженную систему поставок сырья и сбыта готовой продукции, оснащен новейшим немецким, итальянским и венгерским оборудованием. В его корпусах был проведен капитальный ремонт, а коллектив насчитывает более 150 сотрудников. Уже 30 лет работаю на этом заводе. Когда я пришла, конечно, после оккупации не функционировал наш завод. Были очень тяжелые времена, было очень тяжело найти специалистов, не хватало специалистов. Было все в таком состоянии, нужно было все убирать, все восстанавливать, было много чего разрушено. И вот тогда было нас человек, 10-15 человек в общем. И вот даже помню, что мы выполняли, каждый из нас выполнял по несколько обязанностей, потому что не хватало людей. Коллектив дружный, плохо, хорошо, мы всегда поддерживаем друг друга. Мы очень далеко пошли вперед за все это время. У нас каждый год проходит реконструкция завода. Мы выезжаем, специалисты приезжают к нам, нас отправляют в командировку. Взяв за основу рецептуру советских времен, предполагавшую высочайшее качество напитков, пивоваренный завод «Сухумский» усовершенствовал ее, адаптировав под высокотехнологичное современное оборудование. Это позволило разработать оригинальные сорта пива и газированной воды и добиться неповторимого вкуса. Комбинируя современные классические технологии производства, пивзавод достиг наивысшего качества продукции. В общей сложности именно классическое 11% пиво до 28 дней выдерживается в наших подвалах, как можно сказать. А еще у нас есть также ЦКТ, это цилиндроконические танки, где происходит именно весь процесс и брожения, и дображивания
Происходит все в этой емкости в одной, и в течение 14-15 дней мы уже получаем готовое пиво. В этом году пивоваренный завод «Сухумский» отмечает 70-летний юбилей. В честь знаменательной даты завод выпустил новый вид пива – юбилейное. Преодолевая трудности, руководство и коллектив завода вложили много усилий в рост, обновление и расширение ассортимента. Сегодня продукция Сухумского пивоваренного завода пользуется большим спросом не только среди жителей и гостей республики, но и далеко за пределами Абхазии. Хочу от всей души вам пожелать здоровья и мирного неба. В честь 70-летнего юбилея пивоваренного завода «Сухумский» на предприятии чествовали ветеранов, которые вложили немало сил и здоровья в дело возрождения завода и сегодня трудятся рядом с молодыми специалистами. Им были вручены почетные грамоты и денежные вознаграждения. Алика Трапшра, Мукамки, Абхазское телевидение. «Грани зазеркалья» – так называется персональная выставка Оксаны Смыр, открывшаяся в Сухуми при поддержке Центра народного творчества Абхазии имени Кортуа. Название выставки очень точно передает ее содержание. Словно из другого мира работы Оксаны Смыр полны волшебства. На экспозиции побывала Лаура Капш. «Грани зазеркалья» – это первая персональная выставка Оксаны Смыр в стиле зеркальной ювелирной техники. 42 работы тематически разные, но проникающие в душу. Волшебные, будто из другого времени и мира. Процесс создания этих картин неоднозначный. Здесь сочетается большое количество инструментов и материалов. Можно сказать, мастер собирает картину как мозаику, наблюдая за ее трансформацией. Живопись и поталь, паста и зеркала, хрустальная кружка и смола – все это зеркальная техника. И на создание каждой картины у Оксаны уходит около 2 недель. Заливаю смолой. Почему она называется ювелирная? Потому что я работаю ювелирной смолой. Там надо все по граммам высчитывать. Это такая техника, которая вот, если грамм не получится, она просто не застынет, эта смола. Поэтому где-то 2 недели она занимает. Зеркала я сама вручную вырезаю. Обычными красками работаю, художественными. Пока нарисую, потом пастой текстурной тоже работаю. Оксана Смыр по образованию не художник, окончила российский вуз по направлению экономики и права, но она с детства любила рисовать, вышивала. Зеркально-ювелирной техникой занялась 1,5 года назад и поняла, что ее работы востребованы. Я перестала работать 8 лет, я уже не работаю. И дома, чтобы отвлекаться, я именно этим стала заниматься, чтобы просто отвлечься. А потом это мне понравилось. Я посчитала, что это очень красиво, очень мне нравится. Ну и продолжила работать. Муж, конечно, меня поддержал. Вдохновение приходит само. Увидев что-то необычное, перевожу на свой лад и творю, говорит мастерица. За 1,5 года Оксана успела создать около 70 работ. И они востребованы и покупаются любителями искусства. Я не так давно познакомился с творчеством Оксаны, но очень сильно впечатленный. Мы в Абхазии немножко все привыкли к традиционному искусству, традиционной живописи. И то, что здесь представлено некое новое направление, это очень сильно радует. Это очень сильно радует, потому что для того, чтобы сделать что-то не так, как все, надо иметь и смелость, и талант, и желание. И должен сказать, что выполнено это очень профессионально, очень профессионально. Сама по себе техника, я немножко знаком с техникой коллажа, она очень сложна в исполнении, и не каждый, даже профессиональный художник, берется за выполнение работ такого уровня. Сертификат выдан Смыр Оксане, мастеру по зеркальной ювелирной технике, который подтверждает профессионализм и высокий художественный уровень творческих работ, представленных на персональной выставке «Грани зазеркалья». Поздравляю вас!
Композиция, цветовое решение и, безусловно, техническое исполнение. Все это наполняет радостью, отметили гости из Нижнего Новгорода, которые приехали в Абхазию на музыкальный конкурс. Моя спутница Мария увидела анонс этой выставки и говорит: давайте зайдем. И вот мы, случайно совершенно оказавшись здесь, оказались просто в сказке, правда? Да. Очень красивые работы. В такой технике мы работу еще не встречали. Сфотографировали. У нас есть тоже знакомые художники, кому мы хотим поделиться тоже и рассказать об этой выставке. В Нижнем Новгороде, в России мы с удовольствием расскажем о том, какой художник здесь вот такие прекрасные работы. Выставка «Грани Зазеркалья» продлится до 31 октября. Все желающие могут посетить экспозицию, а также приобрести понравившуюся работу. Лаура Капш, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В номинации «Сольное академическое пение» во втором международном музыкальном конкурсе Алисы Гицба гран-при присудили Софии Сакане. В Госфилармонии прошел гала-концерт, на котором выступили лауреаты конкурса, сводный симфонический оркестр Северной Осетии, Абхазии и, конечно же, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба. Полную версию гала-концерта вы сможете увидеть в ближайшее время в нашем эфире. А сейчас материал Асиды Малия. Позади репетиции, впереди заключительное выступление. Надо настроиться, избавиться от излишнего волнения и исполнить партию без фальшивых нот. Членам жюри отнюдь не проще, ведь важно не найти ошибку или выявить недочеты, а распознать потенциал конкурсанта с первых нот исполнения. Работа достаточно специфическая, требующая большого внимания и требующая, на самом деле, самоотдачи. В принципе, детали какие-то, мелкие неточности, ошибки, они даже не так важны, потому что, важно впечатление, что вот это ярко, это запомнилось, и мы это обсуждаем. Любой конкурс – это, безусловно, очередная ступень для артиста в его карьере. Никто не может предсказать, на сколько процентов будет важным это достижение, но, безусловно, обязательно нужно участвовать в конкурсах для того, чтобы развиваться. Всем это нужно делать. В составе жюри именитые артисты России и Абхазии, которые живут искусством и отдаются всецело своему призванию. В нашем жюри очень много появилось новых и очень интересных музыкантов. Это просто совершенно уникальное жюри. Может быть, на конкурсе Чайковского такое созвездие будет звезд, и мы очень рады приехать. В этом году для участия во втором международном музыкальном конкурсе Алисы Гицба подали заявки более 80 человек. Из них в третий тур прошли 69 исполнителей. Для участия в финальных прослушиваниях конкурсанты прилетели в Абхазию. Отбор был жестким, делятся с нами члены жюри. Очень много интересных участников, очень красивые голоса, очень профессионально подготовленные инструменталисты сейчас в составе участников. Но у нас удивительная атмосфера. Несмотря на то, что нас этот конкурс объединил, представители разных специальностей, у нас такое какое-то необычайное единодушие. Потому что, в принципе, законы в музыке, они едины. Заведующая кафедрой Академии хоровых искусств, доцент ГИТИС Наталья Попова считает этот конкурс уникальным. Наряду с тем, что конкурсанты и в самом деле талантливы, сам состав жюри заслуживает особого внимания, ведь в нем вокалисты и музыканты высоких рангов, а это, в свою очередь, гарантирует непредвзятое профессиональное судейство. Действительно уникальный случай конкурса. Я сижу на многих конкурсах. Второй такой конкурс, который собирает и вокалистов, и музыкантов такого уровня и такого ранга. Поэтому я очень желаю процветания конкурсу. И я надеюсь, что республика поможет конкурсу, потому что нет больше такого конкурса, понимаете, такого уровня созвездия. И я надеюсь, что в следующие годы привлекутся еще огромное количество музыкантов со всей России и с вашей республики, при нашей помощи. Особые чувства испытывает заслуженный артист России Олег Смирнов. С Абхазией его связывают давние воспоминания и незабываемые впечатления от пребывания в солнечной республике еще в советские годы. Та симпатия теперь приумножилась, говорит он. Здесь удивительные люди по своей душевности,
по своему отношению, по отношению к России, по отношению к нам. И в России очень любят вас, любят очень Абхазию, всегда поддерживали и будут поддерживать. И об этом я не сомневаюсь ничуть. По поводу конкурса, должен сказать, что, конечно, конкурс получается очень хорошим. И еще благодаря тому, что здесь такой руководитель, как Алиса Гизба. Она, конечно, настолько мастерский артист сама по себе. Она, я не могу даже не сказать, что она вокалистка, она шикарный музыкант. Очень глубокий, очень вдумчивый, очень умный. И поэтому я просто перед ней преклоняюсь. Члены жюри единогласны во мнении, что этот конкурс поможет раскрыть не одну звездочку, которая в дальнейшем может стать настоящим артистом. Вместе с тем очевидно, что сам конкурс расширит горизонты. Есть вероятность, что проект, объединяющий культуру двух государств, в следующем году начнет свою работу в Санкт-Петербурге. Эта традиция очень хороша и для России, и для Абхазии, потому что мы соединяем два государства. Мы соединяем две разные культуры. Мы соединяем, ведь вот второй тур сейчас прошел в Москве, возможно, в следующем году он пройдет в Петербурге. И опять же Сухум. И, может быть, присоединятся другие города России. Мы даем возможность участникам конкурса выступать в разных городах России и Абхазии. Конкурс, он не только поднимает человека, он дает ему возможность полететь дальше. За судейским столом с российскими коллегами также заслуженные артисты Республики Абхазия Виктор Абрамян, народная артистка Абхазии Нинель Бжания и арт-директор конкурса Алексей Энек. Председатель жюри Алиса Гизба днями ранее во время нашей встречи рассказала об абхазской восходящей звездочке. Так она назвала Софию Сакания. Юная, с искрящимися глазами певица рассказывает, что с выступлением на сцене Госфилармонии исполняется заветная мечта ее бабушки. Ну, во-первых, это конкурс на моей родине. У меня бабушка всегда очень хотела, чтобы я именно здесь когда-нибудь спела. И вот такая возможность свершилась каким-то образом. Вот так все карты сложились, что вот я в Сухуме, в свой день рождения, мне будет 19 лет, и как раз будет гала-концерт и награждение участников, и песни на абхазском. Пою я песню о скале, абхазская народная песня. Это я видела много разных исполнений, и Хибла Ливарсовна пела, Герзмава и Алис Шаловна тоже, и из всех песен как-то очень близка мне это по духу, по своему окрасу. Позади несколько этапов конкурса, впереди гала-концерт. По итогам международного музыкального конкурса дипломантами стали 19 человек. Спецпризов удостоились 13 конкурсантов. 6 призовых мест поделили между собой в номинации «Искусство ансамбля» и 7 в номинации «Сольное академическое пение». Ну а гран-при получила абхазская восходящая звездочка София Сакания. Асида Малия, Нарсо Цулукия, Абхазское телевидение. Посол Абхазии в России Алхас Квициня поздравил футболистку Эльвиру Тодо с победой в матче Кубка России. Эльвира Тодо играет в женском футбольном клубе ЦСКА. 15 октября на встрече с «Зенитом» ее команда победила со счетом 4-1. На церемонию награждения Эльвира вышла с абхазским флагом. С 1 по 3 ноября в Сухуме состоится вторая международная межвузовская образовательная выставка, которая проводится представительством Россотрудничества Абхазии совместно с посольством России и Министерством просвещения Республики. В выставке будут участвовать 12 высших учебных заведений. В рамках открытой дискуссии все участники смогут лично пообщаться с представителями вузов и задать им любые вопросы о поступлении, обучении, возможностях практики, трудоустройства и студенческой жизни. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидрометцентра, в пятницу 27 октября на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.